إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saygılı cemaat, saygılı müminler, bugünkü mevzumuz zulüm hakkında olacak ki. Çünkü görüyoruz ki bütün dünya, bütün ümmet, Müslüman ümmeti zulüm altında kaldı. Her bir tarafta Çin olsun, Kavkaz olsun, Şam olsun, Irak olsun, Birma olsun ve elbette ki vatanımız Kırım. Bu mevzu gayet aktüeldir. Onun için ben bugün onu көтерем. Дорогие братья, дорогие сестры, сегодняшняя наша тема проповеди будет посвящена несправедливости, тирании. Эта тема, она гиперактуальная, супер-архиактуальная на сегодняшний день для всей мусульманской уммы, поскольку куда бы ты ни посмотрел, везде ты обнаружишь, что мусульман притесняет. Это и Бирма, это и братья-уйгуры, это и Шам, это и Кавказ, это и в Китае то, что происходит. Это везде, в том числе и в Крыму, нашей родной родине. Аллах Субхану Тааля велит быть справедливыми, и Он запрещает несправедливость. Что об этом говорит? Инна Аллаха я'муру биль-адль. Аллах велит претворять жизнь в справедливость. Валь-ихсан, творить добро. Ва-ита'i зил-курба, и помогать родственникам. Ва-янха аниль-фахша'i валь-мункар, и запрещает мерзость и предосудительное. Валь-баги, и мерзостное. Я'идукум ла'аллакум тазаккарун. Он наставляет вас, быть может, вы опомнитесь. Несправедливость, тирания, она настолько гнусна, это настолько отвратимое качество, что Аллах Субхану Тааля словно бы подчеркнул и выделил его, запретив его самому себе. Я лично не встречал вот что-либо, чтобы было выделено Всевышним именно так. Он это подчеркнул. Кто такой Аллах? И кто такие мы? Аллах — это Творец. Он создатель всего сущего. Он обладатель абсолютной воли. Мы творение. Мы обязаны подчиняться Его воле. Но несмотря на это, Он подчеркивает это и говорит в священном хадисе, вы все его прекрасно знаете: «Я айбади, о рабы мои, инни харрамту зульма». Поистине, я запретил зульм, аля нафси, себе. Аллах говорит, я себе запретил зульм. «Ваджаальтаху байнакум мухарраман». Я установил зульм, несправедливость, между вами запрещенный. «Фаля тазаляму». Не поступайте друг к другу несправедливо. Именно поэтому это подчеркивается в аятах, где Аллах говорит: «Валя ядзлиму раббука ахада». Аллах никому не отнесется несправедливо. «Вама раббука бидзаллами лиль-абид». И твой Господь не является несправедливым к своим рабам. Зулм в этой жизни, он уже может стать причиной гибели людей, гибели сообщества, народов. И в этом есть очень много примеров назидательных с историей, о которых сказано во многих аятах. В частности, Аллах говорит: «Валякад ахлакна аль-куруна мин кабликум». И мы уже погубили поколения до вас. Почему? Как? При каких обстоятельствах? «Ламма заламу», тогда как они поступили несправедливо. «Ваджаатхум русулюхум биль-баййинат». И к ним уже пришли их посланники
посланники от Аллаха с ясными знамениями. «Ватилка аль-кура» в другом аяте. «Ахлакнахум ламма заламу». И эти селения, мы их погубили тогда, когда они поступили несправедливо. Или в другом аяте. «Факаэйим мин карьятин ахлакнаха». Какое бы селение ни было, которое мы погубили, «вахия залима». Тогда как она поступала несправедливо. И таких аятов очень-очень много. Это лишь некоторые аяты. И даже если в обществе будут праведные люди, и даже если в обществе будут праведные люди, как это пришло в известном хадисе от Зейнаб, не от Аиши, от Зейнаб. Это когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел, ему было дано увидеть, что Яджуджи Маджуджи продырявили небольшую дырку. И пророк показал с кольцо. И он пришел и об этом сказал. Горе арабам. И тогда Зейнаб спросила, и мы будем погублены, тогда как среди нас будут праведники. Анухляк вафина салихун. И мы будем погублены, у посланника, даже среди нас, если будут праведники. На что он сказал, да. Да, ида кяфура аль-хубус. Если мерзкое будет преобладать. Таково установление Аллаха. И в данном случае праведникам и тем, кто окажется в такой ситуации, надо будет только уповать и проявлять терпение, как это делали предыдущие поколения, наши предшественники. И в том числе служанка, про которую я вчера говорил. Не дочь фараона, а служанка. Запах от костей которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, почувствовал, когда он был вознесен на небеса. Несправедливость запрещена в любом ее проявлении. В любом ее проявлении, как между мусульманами, так и в отношении мусульман к немусульманам. В каком бы проявлении она ни была, она запрещена. Запрещена нашей великой религией. Так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аля ман залама муахидан». О да, подчеркивается, таукид. Тот, кто поступил несправедливо с тем, кто был заключен договор, имеется в виду из числа не мусульман. Ау нтакасаху, или принизил его. Ау каллафаху фаука такатихи, или же обременил его, имеется в виду работой, заставил что-то делать поверх его сил. Ау ахада минху шей'ан бигайри тиби нафсин, или же взял у него, тогда как у него нет на это доброй воли, то есть в принудительном порядке, фа'ана хаджиджуху йоумаль кияма, то я буду ему оппонентом в день воскрешения. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что он будет оппонентом этим людям. То есть они будут перед пророком нести ответ. Человек, который хоть чуть-чуть поступил несправедливо, хоть чуть-чуть, он не сможет, братья мои, не сможет войти в рай. Ему не дано будет это, пока он не очистится. Ад-зульму зулуматун яумаль кияма. Зульм, несправедливость, есть темнота в день воскрешения, как сказал пророк. А однажды пророк сказал так: знаете ли вы, кто такой банкрот? Все знают, кто такой банкрот. Сказали: да, посланник, мы знаем. Это тот, у кого там нет денег, обанкротился. Он сказал: нет, банкрот из моей уммы — это тот, кто придет в день воскрешения с намазом, с постом, с закятом. Он придет, но в то же время он поругал такого-то и обвинил лживо такого-то
и съел не по праву имущества такого-то, и пролил кровь не по праву такого-то, и ударил такого-то, и будет дано этим всем из его благодеяний. И этому, и тому, и этому. Фаин фуният хасанатуху. А если закончатся все его благодеяния, то есть за пост, за молитву, за закят, за все это. То есть мы же думаем, что мы такие вот молодцы, не пропускаем намазы, не пропускаем Рамадан, не пропускаем тахаджуд. Но можем оказаться в такой ситуации, в том числе и я, мои дорогие братья. Так вот, если закончится его благодеяние, в хадисе дальше продолжается, до того, как он рассчитается со всеми, будет взято из их прегрешений, из прегрешений тех людей, с которыми он поступил несправедливо, и все они будут возложены на него. Возложены на него, и будет он брошен в огонь. И верующие, которые пройдут сират, как говорится в другом хадисе, они не смогут войти в рай до тех пор, пока междуусобчики, которые есть, конфликты, пока они не простят друг друга, пока эта ситуация не выровняется, как это сказано в другом хадисе. Или же в другом хадисе пророк ﷺ сказал, у кого есть несправедливость по отношению к своему собрату, то есть если он оскорбил его, затронул его честь, то пусть фалятахаллалаху, то есть пусть мингульйом, или аллах сормага, да, у нас это так и переводится, то пусть попросит прощения сегодня же, до того, как не будет ни динара, ни дирхама. И если будет у него праведное деяние, оно будет взято от него в соответствии с его несправедливым поступком. А если у него не будут хасанаты благодеяния, то будут взяты у человека дурные деяния, возложены на него. И пусть те, которые притесняют, и пусть тираны, которые занимаются тиранией, не думают, если у них нет проблем в этой жизни, что они на верном пути. Потому что такое же бывает, что человек думает, у меня все хорошо, у меня проблем нет. Тут работает другое установление Аллаха, о котором Аллах, посланник Аллаха сказал, «Инна Аллаха ла ямли залим». Поистине Аллах дает отсрочку залиму, тирану до тех пор, когда он возьмет его, лям юфлитху, и больше не отпустит. Это называется истидрач. Да? Из-за того, что человек настолько дерзок в отношении Аллаха, Аллах его таким образом дает ему такую отсрочку и завлекает, чтобы сурово наказать. И затем посланник Аллаха, саллиллаху салям, зачитал аят. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. И такова хватка твоего Господа, тогда как он взял селение, когда они поступали несправедливо. Поистине его хватка больна, сурова, приносящая боль, сурова. Этот хадис приводится Бухари и Муслимом. Зулм, несправедливость, это то, что мешает нам достигать успеха в этой жизни, как сообществу, как умме. Как это понимали наши праведные предшественники? Приведу один прекрасный пример из жизни табиунов. Пример из жизни Абдурахмана аль-Гафики, которым многие не знали, кто он такой был, да? Но этот табиун, он был тем, который получил знания у Абдуллаха ибн Умара. История его, предисловие небольшое сделаем. История его начинается с правления Умара ибн Абдул-Азиза, когда тот стал повелителем правоверных. Он назначил
править землями Андалузии Самха ибн Малика аль-Хауляни. Тот, в свою очередь, начал думать над тем, кого назначать на должности уже под своим подчинением. И он начал спрашивать, остался ли кто-нибудь на этих землях из числа преемников, на что ему ответили: да, о управитель, среди нас есть еще жив выдающийся преемник Абдурахман аль-Гафик. И начали рассказывать о том, кто он такой. Поэтому сам предложил ему высокую должность в Андалузии. Но Абдурахман аль-Гафики сказал: о управитель, я всего лишь обычный простолюдин. И прибыл на эти земли, дабы быть на страже погранзастав, то есть быть мурабитом. Я посвятил свою душу тому, что угодно Аллаху Всемогущему и Великий, понес свой меч, дабы возвысить слово Аллаха на земле. И ты найдешь меня по воле Всевышнего Аллаха, неотлучным от тебя более, чем собственная тень, покуда будешь следовать истине, послушным тебе более, чем собственные пальцы, покуда ты будешь повиноваться Аллаху и его посланнику, без назначений управителем или предводителем. То есть не нужны мне должности. Я готов тебя слушаться и служить, пока ты служишь и повинуешься Аллаху. В общем, провел реформы Ас-Самх ибн Малик и выступил в военный поход. Андалузия, и пошел он дальше. Это история. Пошел дальше на Францию. Открывать ислам, открывать земли для ислама. В его планах было открыть через Францию дорогу на балканские государства. Смотрите, как они мечтали, какие у них мечты были. Тогда еще Стамбула не было. А через Балканы добраться до Константинополя и удостоиться того обещания, которое дал посланник Аллаха, которого удостоился Мехмед Фатих Султан впоследствии. Да? Оно было дано ему. И первой задачей он поставил, не просто мечта была, дорожная карта была. Открыть Нарбонну, поскольку это был ключевой город. Так вот, он взял его без подробностей, этот город. И далее победоносный полководец направился со своим войском на Тулузу. Тогда это была столица Актанского уезда. Но во время уже этой битвы в него попадает стрела. Судьба его была такая, Аллах это предопределил. Хотя все предвещало на то, что мусульмане откроют и этот город. Но попадает в него стрела, а когда лидер умирает, обычно ряды сотрясаются, дух падает. И так произошло с войском мусульман. Но слава Аллаху, среди них был Абдурахман аль-Гафики. Абдурахман аль-Гафики, за которого взялись все мусульмане, поскольку видели именно в него преемника. И он с малыми потерями отошел назад. Мусульмане начали присягать ему. И уже халиф, увидев это, когда дошла новость туда, его назначили управителем Андалузии, всех земель Андалузии. И теперь то, к чему я вел. Тема наших худб. То есть в его руках оказалась власть, да, на то время. У него были такие же мечты, поверьте. Но с чего он начал? Обратите внимание. С чего он начал? Он начал с того, что, дорогие мои братья, он считал, что открытие ислама
лежит через путь устранения несправедливости. Он был уверен, что ни одна нация в мире не сможет достичь желанной победы, покуда стены ее крепости дают трещину и осыпаются изнутри. Он принялся посещать населенные пункты, города, села, неважно, одно за другим, с распоряжением объявить среди людей: тот, кто был притеснен кем-либо из правителей, судей или людей, пусть сообщит об этом управителю. И нет в этом отличий между мусульманами и немусульманами, с кем заключен договор. Затем он начал рассматривать жалобы за жалобы, изымать у сильного в пользу слабого, взыскивать с притеснителя за притесненного. Далее он рассмотрел положение отобранных и новопостроенных церквей, выполнил все условия по договорам, что были заключены ранее, разрушил все, что было построено за счет взяток. Далее он пересмотрел весь список своих подчиненных одного за другим. Он отстранил каждого, кто был увлечен в предательстве или нечестии. Вместо них он назначал тех, в чьей мудрости, опытности, праведности был уверен. Всякий раз, когда он приезжал в то или иное селение, он созывал людей на коллективную молитву, а затем обращался к ним с проповедью. Он побуждал людей бороться на пути Аллаха, сражаться на пути Аллаха, подвигал их к шахаде. Вот таким он был, вот такие он реформы провел. Дорогие мои братья, это лишь только один пример я вам привел из истории праведных предшественников. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает молитву тех, кто обращается к Нему с мольбой. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали это мгновение. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь мы Его восхваляем, ославляем, просим Его помощи. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с истинного пути. А того, кого Аллах собьет с истинного пути, уже никто не наставит. Аммабад. Так, дорогие братья, зулюм, несправедливость. Некоторые мудрецы делят его, зулюм, ее несправедливость, на 3 категории. Первый зулюм – это зулюм человека, несправедливость человека в отношении своего Господа. Этот зулюм может быть самым великим зульмом, самой великой несправедливостью, когда человек предает Аллаху сотоварищей. Как сказал об этом сам Аллах Субхану ва Тааля в суре Люкман. И вот сказал Люкман своему сыну, наставляя его: «О сынок, не предавай Аллаху сотоварищей, поистине ширк является великим зульмом». Ну и так далее. Любое ослушание Аллаху, любой грех, совершенный рабом, это и есть зульм. Второй вид зульма – это зульм человека по отношению к другим людям, к другим творениям. Даже не к людям, к творениям. В общем. Как сказал Аллах, укору заслуживают только те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле без всякого права. Им уготованы мучительные страдания. Фатилька буютухум хавиятун бима заламу. И вот их дома оказались уничтоженными, поскольку они поступали несправедливо, сказано в аяте суре Намль. И третий вид зульма – это зульм человека по отношению к себе. Как сказал Аллах, например, «Валя тaqraба хазихи шаджара» про Адама и Еву, и не приближайтесь к этому древу, «фатакуна мина залимин», и вы оба будете несправедливыми. «Вама ятаадда худуд Аллах, факад залама нафса». А тот, кто приступит к границе Аллаха, поступил несправедливо к себе. По сути, все эти 3 вида, так или иначе,
зульма, который, источником которого является человек, они по сути являются зульмом, совершенным человеком в отношении самого себя. Ну, по сути своей. Как сказал об этом Аллах. «Ума кян Аллаху лиязлимахум, валякин кяну анфусахум язлимун». Аллах не поступал с ними несправедливо, однако они поступали несправедливо в отношении себя. Как, спросите вы? Да элементарно. Человек не платит закят, что происходит? Происходит то, что Аллах Субхану ва Тааля задерживает дождь. Причем в обществе могут быть те, которые платят и не платят. Но если больше тех, которые не платят, Аллах не даст дождь. Понимаете? Уберет баракят с имущества, нашлет беды. Или же, если в обществе распространится мерзость, зина, прелюбодеяние, предосудительное, то что появится? Беды, чума, лихорадки и так далее. Или же, если в обществе распространятся наркотики, распивание спиртного, алкоголя, что появится? Опять же, те же беды. И мы видим, что творится сегодня в мире, да? Коронавирус и так далее. Да, это в первую очередь касается Китая. Но это касается мира в целом, всего. Потому что, посмотрите, этот коронавирус уже пошел дальше, в другие страны. Задумайтесь над этим. Посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал, в этом хадисе раскрывается то, о чем я сейчас говорил. «Я ма'шар аль-мухаджирин». О, собрание мухаджиров. Есть 5 качеств, которыми, коль будете вы испытаны, я прошу защиту Аллаха, чтобы они не застали вас. И он начал перечислять. Как только распространится мерзость в народе, так они сразу же будут прокляты за это. И будет распространена среди них чума. И болезни, которые не были прежде. Новые вирусы. Лям такун фи асляфихим. Болезни, которые не были в предыдущих поколениях. И как только они начнут обмерять на весах, сразу же слова посланника Аллаха. «Илля ухуиду биссинин». Придут года, в которых будет тяжелая, то есть засуха и так далее. «Уашиддатуль мауна». Нехватка продовольствия, нехватка еды. «Уаджурус султан». Несправедливое отношение правителей. «Валям янкуду ахда Аллах». Как только они нарушают завет Аллаха, «Илля саллат Аллаху алейхим адуба». Как Аллах дарует власть над ними врага среди них же. И посмотрите в общем на мусульманский мир и увидите эту картину. И будет отнято то, что у них есть, то есть у людей. И как только их имамы не будут править по книге Аллаха и выбирать то, что не спаслал Аллах, илля джа'аля ба'сахум байнахум. Аллах сделает их проблемы внутри них самих же. То есть сделает проблемы, что мусульмане будут с друг другом постоянно ссорить, конфликтовать. То есть не будут находить общего языка. Вот такой вот хадис. Братья, остерегайтесь зульма, ведь поистине зульм есть темнота в день воскрешения. وَإِنِّ دَاعٍ فَأَمِّنُوا.